Есть, сказал. Ну, херня. Пороги. Рыбак, охотник, бездельники. Рыбаки и охотники – это бездельники. Времени раньше не было на это. Охота ведь такое дело. Повезет, не повезет. Можешь целый день потерять и ни с чем вернуться. А домашние дела как задвинешь? Голодным можно остаться на целый год. Тихо. Есть. Все. Без толочь. Получил? Налево? Давай тут, наверное, до этого только давай прямо поедем. Туда. Там есть дорога. Заедем, там лес таскают. Дед выжяз. Только дед выжяз. Сын мой в деда пошел. Мамка моя все отца ругала, деда его, по хозяйству ничего не успеваешь, да еще и одежду изнашиваешь, рвешь. Всяко же бывает на охоте. Из-за нее не часто и ругались. Хозяйство да удачечка, счет не шкартует. А чем ветлочком? Там Ваня животы знавали. В этот лес мы, охотники, часто захаживаем. Здесь можно и зверя, и птицу увидеть, подстрелить. А вот сегодня повезет, не повезет, не знаю. Прогуляемся. Погода теплая, совсем не зимняя. Может, хотя бы следы увидим. Я так считаю, если угодно Инмару не вернемся с пустыми руками. И мы, и звери, его дети Инмара. Слышал бы отец, старший Третьяков, что говорит сын. Уверенный, ругался бы, на чем свет стоит. Согласен он был со своей покойной матушкой на все 100. Не мужское это дело с утра до вечера по лесу шляться. Да вот выбить из сына дедову натуру не смог. Думаем, и не получилось бы. Все довольно просто. Тяга к охоте в крови удмурта еще с ананьинской эпохи, хотя времени прошло более чем много. Некоторых вот до сих пор лес зовет. О, зымзе балас. Принюхался, кого-то почуял. Зымяшки, ищи. Зымяшки, зымвань. Кинкиновань. О, первый раз по тиму, коня ресмидан валман. Валлазик моноби сойкаес. Сам один пошел на охоту уже в зрелом возрасте. Правда, в первый раз не повезло. Только в конце дня подстрелил сойку, принес домой. А мать сказала, не буду с этой дичью возиться, не стоит она того. Потом принес утку. Она оказалась блохастой. Короче говоря, дома особо не любят, когда я иду на охоту. Больше 15 чужих не воил дичь меня. О темпора, о морес, о времена, о нравы. В давно ушедшие века женщины и малой удачи охотника были бы рады, а тут сразу крупную добычу подавай. Хотя, конечно, и она была. Кабан, лось, медведь и в томленом, и в вяленом, и в сушеном виде присутствовали на домашнем столе Третьяковых. А это говорит лишь об одном. Удача уже несколько десятков тысячелетий не оставляет охотника удмурта. Хотя однажды эта удаль боком вышла для удмуртов. До Персии, Аравии, Индии доходили досужие небылицы. Оказывается, и древние люди этим не гнушались. Несли какую-то чепуху, мол, жители северных земель, в том числе и вятки, великаны с огромным глазом на лбу и собачьей головой. Слухи распускали булгары. Они таким образом пытались обмануть торговцев, боялись, что потеряют монополию на мед, воск и, конечно, пушнину.
а ее в большей части поставляла Вятка. Этой стороной выжила. Так называемая монополия, не на пушнину, конечно, на охоту, пожалуй, и сегодня существует. Она в руках у людей с достатком намного выше среднего. Быть охотником дорого. Карабин с оптикой, чтоб наверняка. Экипировка. Должно быть не только тепло и удобно, но и стильно. Лицензия. Правда, сегодня в это дорого также включен практически 100% удачный исход охоты. Все для вас, джентльмены. Сейчас это спортивно, как бы перешли на мировой стандарт охота. Не для простых, можно сказать так, охотников, для избранных. Почему? Потому что все это стоит работа егерей, работа охотхозяйств, значит, подкормочные площадки, солонцы, там все это затраты, зарплаты. И поэтому есть определенные расценки, но они у нас все равно как бы приемлемые. Но охота считается спортивной. Егерь Рудольфыч поехал осматривать свои владения. Сегодня его интересует только один след – лося. А погодка, как по Пушкину, чудесная. И морозец пощипывает, и солнце на полнеба. Красота! А вот и Рудольфыч. Как замерз. Интересно, порадует или огорчит он своими новостями? 2 всего загона вышло, а остальные тут сидят. Все нормально. Сейчас объедем, номера поставим, начнем охоту. О, заходи. Нам много лосей не надо, да? Да, конечно. Всего одного, так ли? Полтора. Вот, давайте тогда это с самого начала леса, там заходы хорошие. Да. То есть, если толпа, пропускают? Не, зачем толпа? Вот, Не, ну он сказал. Взрослого выбираешь, Они всегда выскочит сначала сигаретки, потом корова за ними. 1, 2, маленький и корова. Значит, мы их пропускаем и стоим молча. Через минуту, полминуты по этому же следу полетит бык. Если они там да, есть. это вот, не говорит о том, что прошли лоси. Может он сразу с ними бежать. При отстреле животного, лося, да, вы готовы, кричите сразу как можно громче. Готов, да, все. Зверь готов, взят. И вот. И другие номера уже знают. Молчать тут не надо. Видимо, это и есть мужской разговор, в котором женщина не только не может участвовать, но даже женские уши не предполагаются. Хотя разграничение по половому признаку здесь, наверное, уместно, но, следуя логике общепринятой фразы «охота – занятие только настоящих мужчин», получается, охота делит еще и мужское сообщество. Выходит, остальные мужчины не совсем настоящие. Да, это отдых, чисто мужское занятие. Оно, конечно, не всем дано. Многие там осуждают 50, но не нами это принято. Это испокон веков, что мужчины как бы были всегда добытчики, и они как бы должны иметь такую планку, чтобы, допустим, уметь добыть зверя, ободрать его, значит, как-то получить от этого удовольствие. Теперь уже трудно сказать, получали ли удовольствие от добытого зверя наши предки несколько десятков веков назад. Но то, что
каждый мужчина просто обязан был быть охотником, это неоспоримо. Это потом, со времен бронзовой эпохи, охотничий бум начал спадать, и добыванием зверя стали больше заниматься дедушки с внуками. Мужская сила нужна была в хозяйстве, на полях. А ведь, говорят, охотники, особенно удмурты, славились своим мастерством в этом деле. Чуваши до сих пор называют их арсури, лесной человек, леший. И в древних источниках записи остались удмуртде только в лесу с ружьем, собакой и трубкой в зубах счастлив. Может быть, их земля вятская баловала. Говорят, уж очень богата была дичью, да и мягкая рухлядишка, добытая удмуртами, ох, как ценили в древней Москве. Святки шли знаменитые карие бобры, горностаи, лисицы, и не просто огневки, а чернодушки с белодушками. Теперь даже слова эти в современном запаснике не у каждого. По прошествии многих веков остатки изобилия фауны помнит даже старший Третьяков. А кони белкасыса, это кузелёски. Соку созвал, деревня локтылизы, лачак волкоюки, это конёс. На этом свете я довольно долго уже живу. Что могу сказать? Раньше белок было много. Они даже в деревню приходили. Помню, старожилы говорили, что не к добру это, пожару. Смешно теперь вспоминать все это. Безобразно лачак вам. Вот. Мы, когда охотились на белок, обязательно 5-6 туш домой приносили. И зайцев безобразно много было. А лоси раньше изредка только встречались. Это теперь их стало больше. А кабан вообще воевал. Во времена моей молодости вообще не было кабанов. Я про этого зверя узнал только в советской армии. Что кабан дикий. В Удмуртии, наверное, привезли их. Может быть, даже на самолете привезли и запустили в наши леса. Никинки, ветлемы. Следы зверя, лапик ищи. Ну-ка, иди сюда. Тут, лапик. Ищи. Ищи, тут. Тут, ищи. А там пужей? Там лоси, не будем тревожить. Это не наша добыча. Не будем тревожить. Стрелять в них нельзя. Живите, лоси. Нет, вы не думайте. Третьяков не простак. Своего зверя он не упустит. Причина его великодушия сегодня другая. Отсутствие лицензии. Дороговата она для него. Другое дело, когда скидываешься с товарищами по оружию. Запах зверя почует. Ищи. Вон следы лося. Следы старые, похоже, вчерашние. Однажды у нас корова потерялась. Пошли мы с собакой в лес. Смотрю, яма очень похожа на берлогу медведя. Давай, говорю, обойдем вокруг. Не послушался. Залез в берлогу и разбудил медведя. Я убегаю, собака моя за мной бежит. Страшно было. Хорошо, что все хорошо тогда закончилось. Ушел косолапый. Медведь – это вообще особая, тотемная история в жизни удмурта. Древние удмурты верили, что медведь произошел от человека. Об этом даже малыши знали
Охотники дедушки старались. Из поколения в поколение передавалась быличка-сказка. Будто превратился в медведя колдун. От него это зверье и повелось. А дело было так. Женился колдун. По ночам, видимо, в свое удовольствие продолжал превращаться в медведя. А жена все это заметь, да и сожги одежду. Одним словом, неудачно женился. Смех, может, и смехом, но удмурты очень трепетно относились к медведю. Не иначе, как «старый дедушка» не называли. После удачной охоты на Бурова, как ни странно это сегодня звучит, просили прощения. Не сердись на нас. Молодые ненароком тебя убили. Молодые не тебя искали, из-за собак ошиблись. Хотя именно после удачной охоты на медведя, а это считалось великой удачей, гуляла вся деревня. Голову медведя по особому ритуалу хоронили, а со шкурой из дома в дом ходили. Но это было очень давно. Мы привезли нашу добычу в деревню. Представляете, все жители пришли к нам, чтобы увидеть медведя. Когда шкуру сняли, я был поражен. Он один в один стал походить на человека. Не головой, конечно, но вот телом один в один. Все органы натуральные, как человек. Сын Третьякова, тот еще медвежатник. Не взломщик сейфов, нет, а охотник на медведей. Правда, первая его встреча с косолапым оказалась печально смешной. Чё, барсук потиз? Одно успокоился, кошки с барсук. Я стоял на номере. Вышел сначала барсук. Барсук. Добрый кошки. Марбен там опачка. Ушел. Через некоторое время выходит медведь. А я ни разу в этого зверя не стрелял. Стою, жду. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Страшно. Попытался успокоиться, выстрелил. Вдоль селы. Он очень неудачно стоял. Короче, я промазал. Потом мы с другими охотниками подошли к этому месту. Там осталась одна шерсть и ни капли крови. Тогда меня и прозвали парикмахером. Третьяков сначала грешил на ружье, мол, старое. Оно и правда старое, но теперь уже любимое. Дороже всех карабинов. Вот, береги природу. Вот. Ружейников-то, может, еще вот сос охотников. Ну, промазал. Или лумбу 2 литки сос борщи, пыщ под тот. Ну, волдеобот, венветкинеке. Я считаю, охотники с ружьями – это настоящие охотники. За 300 метров вы кто? 100 потов сойдет, пока зверя добудешь. Калто, все, вся охота, собственно. Никакого интереса. Не то, что охотники с карабинами. Какая это может быть охота, если ты зверя за 300 метров убьешь? Это убийство. Убийца остек макесо. Клёксен можно, оружейники, случай, он труд понял. Спускайтесь сразу вот туда, полыжник, где я выжил на бурай, да? Вставайте, уже и скатывайтесь, потому что все. Скатывайтесь, там нас возьмем, хорошо. День хороший, погода тихая. Поэтому будем надеяться сейчас слушать собак. Будем ждать зверя. Начинает зверь двигаться на ветер. Вот есть небольшая тяга. Почему? Потому что ему проще, он начинает петлять, и он там за 100, за 300 метров уже улавливает запахи, звуки. Кто-то хрустнул, кто-то наодеколонился, кто-то там, допустим, не так пахнет. И поэтому зверь все время старается пойти на ветер.
охота на крупного зверя – это не простая охота, там не за уткой, не за зайцем, все равно есть какие-то факторы переживания, кто-то как-то, все равно волнение есть. Если человек может это волнение перебороть, значит, ну, как бы встряхнуть себя и сделать такие разумные, не просто бесшабашные выстрелы, то вероятность успеха велика. Сразу веселее стало, как услышали, что собаки подняли зверя. Сейчас уже в любом случае зверь выйдет на какие-то номера. Да, что-то они потерялись. Нет следов. Собаки нет. И чё? И что, как это называется, парень? А? Ой, ё-моё. Ты почему бросил зверя? Да. Да не бросил он его, довел. Ну а теперь должен быть выстрел. Поздно и мимо. Свои слова практически о 100% удачном исходе работы берем обратно. Оказывается, не все включено, даже когда все включено. Шел зверь на дальний кордон. Не догнать? Не догнать, ага. Не соблаговолил сегодня Нюлес Кужо, хозяин леса, дичью вас, джентльмены, порадовать. Может, нашептать надо было чего? Говорят, Нюлес Кужо – один из ярких персонажей в богатом пантеоне языческих богов. О нем, кстати, и сегодня знает каждый удмурт. А в давно ушедшие времена аж разговоры с ним вели. Из дальней стороны, отец Нюлес Мурт, приведи, принеси к нам зверя поближе, чтоб было что положить в пестель, просил охотник удмурт хозяина леса. Если ты нам дашь, достанется и на твою долю, говаривал он его. Язычники кивалдак соуса еще равно шамису с клемом. Язычниками же удмурты были. Может, не все мы теперь помним, но какая-то часть веры в нас осталась. Мама моя, бабушка говорили, и у земли есть свой хозяин, и у леса. Выходишь из дома, надо благословение просить. Я так и делаю. Перед каждым большим делом удмурт молился великому Инмару. Хозяин семейства заходил в Куалу, понятно, не с пустыми руками, и шептал курещкон молитву. Конечно, наряду с удачей в хозяйственных делах древний удмурт просил везения и помощи в охоте. «Приведи мою собаку прямо к дичи», — шептал он, «чтобы схватила она ее лапами и достала зубами. Приведи богатую дичь в глухую лесную чащу, прямо туда, где поставлены мои западни-ловушки». Конечно, современные удмурты этих молитв, скорее всего, уже не помнят. Но про себя с каждым приходом в лес непременно что-то нашептывают, да и покидают владение лесного хозяина только после определенного ритуала. Макарон, я ничего там дамарда, медам шимес карет, кышкы матяшкин, но марно котыряну, но богатый.
Хлеб оставим для хозяина леса. Пусть не пугает нас. Крупу я взял с собой, соль. Все для него. Пусть не сердится он на нас. Пусть хранит Инмар. Молитвы, конечно, молитвами. Но Третьяков-младший домой вернется сегодня с пустыми руками. Ну, похоже, это его особо не огорчает. На охоте проявляется сущность человека. Для одного это отдых. Для меня, к примеру, если дал Бог, это хорошо, значит, будет пища. У некоторых открывается натура хищника. Они готовы убить все, что летает и ходит. Это варвары в моем понимании. Они совсем не думают о будущем своих детей. Дитя леса. Эх, его воля. Он и сейчас жил бы Чачаин в лесу. И как древний удмурт был бы безгранично счастлив. Но пока младший Третьяков философствовал, солнце устало. Скоро темнота своим одеялом накроет всю округу. Пора домой. И не надо быть нобелевским лауреатом, чтобы представить монолог старшего Третьякова. «Вот негодник», — скажет он ворчливо, но по-доброму. Снова целый день и лапику под хвост. А про себя подумает: дедова натура. И непонятно, у какой из собак, их здесь две, оказался сегодняшний день этой компании тоже пустым. Будем варить пельмени, сделанные из лося, которого добыли на предыдущей охоте. Вот обычно у нас охота всегда заканчивается именно так. Либо мы там пожарим егерскую мышцу, печень, ну вот. А сегодня как-то вот расстарались, сделали пельмешки только из лосиного мяса, то есть все вот натуральное такое, красивое. Да, я все высыпаю весь пакет. Как высыпаю весь пакет, Оля? Вот так вот прямо его раз туда. Кого-то будет? Нет, нормально связывается. Да? Сегодня была замечательная охота, потому что никто не пострадал. Никто не пострадал, да, слава богу. Это охота, поэтому тут всякое бывает. И каждое мгновение, оно уже неповторимо. И когда вот такая красота, вот сегодня я видел, когда вот этот вот красивый бык, вот он, как он выходил там, я в оптику наблюдал, мог стрелять его, но он просто не на мой номер выходил, поэтому я и не стрелял. Вот, но это было классно, красиво. Охота для этой компании точно не средство для выживания. Но для них, так же, как и для людей давно ушедших веков, это часть жизни. Древние инстинкты и историческая память оказались сильнее мягких диванов перед телевизорами с плоскими экранами. Все в лес. Не все, конечно. И слава богу или Инмару, что не все. Так, Абанлен, клык тянет на золотую медаль. Это в Удмуртии еще, знаю, было Шекабанес, в принципе, клыке звал Ше.